Хлопзеқуа дачазныкке хатырызқуа телехопшцва яцахцуит акандидатша злаху ишияшо ицо адырратарақуа. Уажы ԥхьанишшәаҳҳәахьаз еиԥш ҳара ҳастудиаҿы иҟоуп Гагратәи ажәаҩатәи алхырҭа ҭыԥхада аҟынтәи акандидатцәа. Уаҟа иқәгылоуп быжьҩык акандидатцәа, уаха ҳара ҳастудиаҿы иааит ԥшьҩык акандидатцәа. Бзела шәаабеит. Ҳаҭырызқәа. Уажы шәхы шәҵыхәа алхыҩцәа идсырдыруеит, анаҩсан ҳаиасуеит ҳдырратара актәи ахәҭахьы. Багатилиа Леуарса Сергеи-иԥа аҵара ицон Маиҟәаԥҭеи аҳәынҭқарратә технологиатә ҵараиурҭаҿы. Урыстәылатәи аӡбарҭатә академиаҿы азиндарҩ занааҭ ала аҵара дахысит. Ҩнызқьи акы-ҩнызқьи ҩба шықәсқәа рзы аус иуан Гагра араион априватизациазы акомитет аҟәшаҿы. Иара убас аус иухьеит ахәԥса ақәҵаҩ иаҳасабала еиуеиԥшым акомпаниақәа рҿы. Арепатриациаз акомитет аҿы иуристс дыҟан, ҩнызқьи жәохә шықәса инаркны амшын еиқәа афункциа аиурист ҟәша аиҳабыс дыҟоуп, ҭаацәароуп, ҩыџьа хшара драбуп. Гулиа Тимыр Лиосик-иԥа гәымшәараз амедал занашьо Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьра ветеран. Далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аԥхьа апедагогикатә факультет абаҩырҵәыреи аспорти рыҟәшаҿы, анаҩс иҵарах иркәшеит афилологиатә факультет аԥсуа бызшәеи алитературеи азанааҭ ала. Аус иухьеит Гагратәи абжьаратә школаҿы абаҩырҵәыра арҵаҩыс, иара убас аҳәынҭқарратә ахьчаратә маҵзураҿы. Уи ашьҭахь Гагра араион ахадараҿы аҿари аспорти рыҟәша аиҳабы ихаҭыԥуаҩыс дыҟан. Ҩнызқьи жәибжь шықәса инаркны жәлар реизара адепутатс далырхуеит, ҭаацәароуп, ҩыџьа хшара драбуп. Ҳагәышь Даур Валериан-иԥа Аԥсны Аџьынџьтәылатәи аибашьра ветеран, далгеит Карагандатәи аполитехникатә институт автомобильтә нхамҩа занааҭ ала. Зеқьи шәиԥшьынажәижәаа шықәса рзы Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет аҿы иҵара иациҵоит анџьныр амеханик изанааҭ ала. Ҩнызқьи быжьба шықәса инаркны иахьа уажәраанӡа аӡыргара ргыларатәи наплакы лидер аиҳабыс аус иуеит. Ҭаацәароуп, хшыҩык ахшара драбуп. Биниа Реваз Шьалуа-иԥа ҩнызқьи шықәса инаркны ԥшьба шықәсанӡа атәылауаҩратә хеилак ацентр аҿы ицон англыз бызшәеи ауаҩ изинқәеи аконфликттә логикатә ҭагылазаашьеи. Ҩнызқьи жәохә шықәса рзы далгеит Аԥснытәи аҳәынҭқарратә университет, саҭамыз Адыгатәи аҳәынҭқарратә университет азинҭҵааратә факультет. Ҩнызқьи жәак шықәса зы иҵара иациҵоит Урыстәылатәи аҳәынҭқарратә апрезидент муниципалтә напхгаратаратә ҵараиурҭаҿы. Ҩнызқьи жәак шықәса инаркны апартиа Аԥсны Гагратәи аҟәша дахантәаҩуп. Гагра араион аизар адепутатс дыҟоуп. Гагра иааиртит, иара убас аҿар рхеилак аԥсҭазаара ҭаацәароуп, ҩыџьа хшара драбуп. Бзела шәаабеит даҽазныкгьы. Уажәы ҳара ҳдырратара аԥҟарақәа инарықәыршәаны минут шәымоуп, алхыҩцәа рахь шәхы нарханы шәажәахә шәҳәар шәылшоит, асааҭ аекран аҿы ианылоит, ижәбоит, раԥхьаӡа иалаго, шәышгылоу еиԥш убыс шәалагоит. Ажәа шәымоуп. Багатилиа Леуарса Сергеи-иԥа. Хлопзея Ҳаҭырызқәа телехопшцва, добрый вечер. Хочу кратко изложить лишь некоторые вопросы моей программы. Это прежде всего назревшая политическая реформа в нашей стране путем перераспределения полномочий между исполнительными и законодательными ветвями власти, призванная в первую очередь снять политическое напряжение, которое раскалывает наше общество и не дает сосредоточиться на насущных проблемах нашего населения. Следующая целью, которую я вижу, это участие в разработке и принятии градостроительного кодекса, нового жилищного кодекса, дополнения земельного кодекса, на основе которых должны быть разработаны генеральные планы развития городов, осуществлено зонирование и выработан кадастр. Все это позволит регулировать строительство и положит системный подход в основу восстановления коммунального хозяйства. Следующее, о чем бы я хотел сказать, это сосредоточиться на максимальном упрощении ведения бизнеса в нашей стране. Это очень важный вопрос в контексте восстановления нашей экономики, а в конечном итоге выживания нашего государства. В моей программе еще есть много ряд других вопросов, осветить которые не хватает времени, но главное, что бы я хотел сказать, что
Главный мой принцип – это разработка законопроектов на основе широчайшего общественного обсуждения с привлечением профильных экспертов, чего остро не хватало в работе предыдущих созывов нашего парламента. Я убежден, что если спокойно, без суеты заниматься делом, то результаты говорят громче любого митинга. Спасибо. И последнее, что бы я хотел сказать, поздравить наших женщин с наступающим 8 марта, благополучия и мира вам. Спасибо. Спасибо, что помните. Темир Гве. Бзирас баша атырскуа важбар. Гаграт яжет Алхрат округ. Икун ход Алхра зинзмо бижниз кюкенери хана. Уртрахен хниз кюкершинза Апсва Харзимдура Харкана, Рус Беспала Савенатство. Это был. Уважаемые сограждане, прежде всего я хотел бы поблагодарить Республиканскую политическую партию Форум народного единства Абхазии за оказанное мне доверие по выдвижению моей кандидатуры в высший законодательный орган нашего государства. Уважаемые избиратели, обращаясь к вам, хочу сказать, что в декабре 2014 года подавляющим большинством голосов вы доверили мне свою надежду на воплощение своих надежд. Я, безусловно, чувствую всю ответственность перед избирателями, потому что мы с вами еще помним, как мы отстояли право на жизнь в собственной стране. Помним, как мы достойно пережили блокаду. И сегодня у нас свое государство, к чему мы шли столетиями. И именно поэтому никто не имеет права обмануть веру своего народа. За 2 года моей работы, а именно на этот срок я был избран депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия, я публично отчитался перед избирателями о проделанной работе в законотворчестве и в социальных сферах. Я уверенно могу смотреть в глаза избирателям. Я горд, что с народом во все времена, Элеонора. Спасибо. Это боппа бхарак илах грахтахзам хагуш даур шажа. Хлопзеко хатырско хажлал алхицра. Дарацак дуамоп ажла рейза рахи кандидатча алхрами песче. Шапхе хопхе хадани глоп изинту экономикалы наго випсих чери ицхарари пстазар ехтришета сизмо чекалу хозар авентхара яшаргулара. Уянак зруси Мариам хамчко зиги изгадуп шечаква зиги шазаруп изазаруп. Ицурцо ярбан старако так пхакрола хазнеруп. Азвигу пхот хакумко ауса хата пшарататуп. Харад ажлар зигер жахыр ибыртаруп. Апсны хунткара хучуп ахачап хигу икгул старако рымчхак тбауп. Хпела ятахуп здыра хараку зус бзин издыро аусвитра. Жакак нас царстаху порысшала. Уважаемые избиратели, Абхазия маленькая страна, но проблемы, стоящие перед ней, масштабные. Касаясь Гагры и Гагрского района, нерешенными остаются проблемы с водоснабжением, начатые работы и незавершенные по разным причинам. Проблемы в энергетике, а также катастрофическое состояние системы канализации. Низкая материально-техническая база в каждой службе, недокомплект в технике и оборудовании, низкая зарплата, нехватка специалистов. Все это не позволяет эффективно решать вышеперечисленные проблемы. Почти весь центр Гагры и района, подъездные дороги к жилым кварталам и домам разбиты, размыты. Подвалы почти всех домов подтоплены водой или канализацией. Проблемы с мусором. Фасады зданий многоэтажек, а также зданий административных требуют хотя бы покраски. Ни одного спортивного зала не построено за 25 лет для детей и юношей в городе. Запретить необходимо рыболовным синерам лов рыбы в акватории моря города Гагры и Пицунды. Если избиратели выразят ко мне доверие, первым делом в парламенте я подниму эти все вопросы. Народ должен знать, куда обращаться и с кого спрашивать. Если власти не способны обеспечить гражданам безопасность и коррупционеров, то никакая финансовая и экономическая помощь России не поможет нам.
Чтобы избежать от года в год социальные противостояния, нам необходимо выбрать качественный парламент. Необходимо реорганизовать исполнительную власть не только на бумаге, но и на местах. Спасибо за поддержку. Итабуб, Бини Риваз, Ажиумуб. Итабуб, Хлопзия, Тельхопша, Хлопзия Пснежлер, Элеонора Итабуб, Хашас Ферстахуб, Зерюс Газгаха, нас Ишиш Дуреб, Шара Тимур Гехит, Аокруг Хахык Куло, Атон Милат Инхудара Зерачоп, Брязан, Апсуагиауп, Шичоп, Апсуауп, Аха Атон Милат Герачоп, Ишиш Дуребш, Брязан, нас Урус Бешал, нас Элискает. Ну, здравствуйте, уважаемые телезрители. Большое спасибо за приглашение. Очень рад видеть здесь своих коллег, так скажем. Рад стоять здесь на трибуне. К сожалению, я не буду читать эту программу, потому что зачастую все программы похожи. Я вот так скажу от себя. Вообще, данный эфир абхазского телевидения, он не в полной мере, на мой взгляд, по крайней мере, помогает раскрыть ту программу, с которой идет кандидат, потому что очень много законопроектов, которые необходимо обсуждать, а в рамках 2 минут, конечно, мы не изложим. Очень много проблем в сфере экономики, очень много проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, Дор правильно подчеркнул, но тем не менее мы законодательная ветка власти, депутат, как было сказано, прежде всего политическая личность, и в силу своей политической деятельности, небольшой, не маленькой, в течение 7 лет этим занимаюсь, получаю соответствующее образование, в связи с этим решил, что тоже должен участвовать в этих процессах, считаю, что буду несомненно полезен. Вот в таком вот контексте хочется также поздравить, Леварс Сергеевич очень правильно подчеркнул, хочется поздравить с наступающим праздником, Международным женским днем. Дорогие женщины, всех поздравляю, всех с наступающим праздником 8 марта. Я думаю, дальше в эфире мы уже продолжим тему. Итабуб Ривазу Хацкы, Ахуака Сарстаху, Папсу Телехопшерже, Бертаепир Койцо, Хасирымадзе, Махайна Ркнадзе, Хунза, Канаса кандидацию, Шиму, Шипрограмм, Харай, Хаушу, Шидхардерует, Шхуцша, Шсаха, Шезус, Шхышцуха. Сгуяна гутица Ялшара Хашиму, Зергара, Кацара, Убрина, Чидана, Айпылара Хорамевкара. Харахдыр Тарачки, излахал Шуала, Хашмыц Хравазар, Хашпрахагадзам, уже минут Капсшара, Найсан Яцахцит Деритара. يا صحصيد حضر ترى وجه جاية بيال خرطة تبخدا جاجرة بيال خرطة تبخدا كانديدات شا ألبت بحضر ترى أختشي عيني قلوب يشيش بوي بشيش بخزر أو خب برياسار كله قصحة يتوب الزارة كوا أتيما كتوب يا حي شيء زبو داينا تيجر وبرسه بسنتيو عيرول شو يلوخر ألوت الزارة وخانيك شو ألوت زنزنلا وابش شو تخزر وابش تبو أقوى الشرع أباس أشتو بحرح تيما تيمور بولي депутату بيدروي تبريقن بي يريلا حالا قرقستخوب زوان حاد قلوب ياغو يبزوي دوكلا شو ماوسو رزهن أنا يسنا شريفو شو تزارك مجدر أقوانا قرقوا يبشكت. Я высказывал свое мнение по этому поводу. Здравоохранение. Да, Я просто озвучу. Здравоохранение, конечно. Тут необходимо напомнить, что есть межправительственный договор между правительством Российской Федерации и правительством нашей страны о введении для нас уже новшества страховая медицина. То есть граждане Российской Федерации, которые проживают в нашей стране, будут обладать медицинской страховкой, что им позволит
выехав на территорию России, в любой клинике и поликлинике, обследоваться, при необходимости вылечиться. Ну и в нашей стране, конечно, медицина должна развиваться. Я смотрю в двух вариантах. Платная страховая государственная медицина и частная. Это... Закон вообще предполагает. Конечно. И еще у нас есть перспектива, потому как мы видим сегодня, как многие наши студенты, которые уже отучились, медики, молодые специалисты возвращаются в нашу страну и приступают к своей профессиональной деятельности. И еще очень много учатся студентов по различным профилям медицины. То есть на будущее у нас немало заложено перспективы для хорошей, качественной медицины в нашей стране. Посредством молодых специалистов, которые возвращаются на родину и будут работать в нашей стране. Спасибо. Хорошо. Бзип Леорса Сергей Пакрас Уцома Ишпоубо Апепшо Гобзирах Чараихтра. Ну, наверное, только ленивый не высказывался с критикой в отношении закона о медицине, который был, как я уже говорил, принят без широкого обсуждения среди профильных специалистов, среди медиков, медицинского сообщества. Ну, эта тема уже много раз оговорено, поговорим о том, как нам сделать так, чтобы... Это не весь закон критиковался, один пункт. Да, я поняла сейчас я не вашу хочу позицию, на этом акцентировать. Продолжайте свою. Да, что касается путей, перспектив для развития нашей медицины. Понимаем, что за медицину, у нас номинально медицина бесплатная, да, но все равно за нее кто-то должен платить, и государство, мы видим, что не всегда в состоянии обеспечить качественную медицину, качественные медицинские услуги. И в этой связи я согласен, что необходимо развивать у нас в стране страховую медицину. Это единственный путь для того, чтобы совсем уж не был такой перекос в сторону платной. Альтернатива, мы понимаем, это платная медицина. И для нашего населения с тяжелым, так сказать, не самым лучшим финансовым положением это будет очень сложно. И нам, кроме всего прочего, нам нужно сделать упор на насыщение, материально-техническое насыщение наших клинических и медицинских учреждений. Это очень большая проблема, когда, казалось бы, у нас есть квалифицированные кадры, которые обучаются за рубежом, приезжают сюда, но им не на чем работать. Большинство оборудования очень устарело и морально, и физически. И в этом отношении у нас еще большой, как сказать, непочатый край работы. И табу яцесцода, Даур Валерий Па. Медицина, как и другие медицина и как и другие направления нашей повседневной жизни, к сожалению, отстает от современности вокруг нас в других государствах. К сожалению, есть проблемы материально-технической базы, оснащения, также низкий уровень зарплаты медработников и вообще, в принципе, и учителей можно туда добавить. К сожалению, это сегодняшние проблемы. Взять ресурс и увеличить заработную плату и тому подобное нам сегодня тяжело, потому что нет возможности в бюджете. А выход какой? Выход такой, что общее благосостояние народа должно быть увеличено. Потом, естественно, когда будет бюджет увеличен, тогда мы можем и увеличить заработную плату и учителям, и врачам, и пенсионерам, и детям-сиротам, и многодетным семьям. В этих направлениях должна быть программа, в каждой из них. Поэтому, а под каждую программу должно быть финансирование. Это один момент. Второй момент. Летний курортный сезон каждый год в экскурсионных маршрутах Новый Афон и озеро Рица, Пицунда необходимо открыть медицинские пункты. Так как бывает, что случаи смертельные... Где вы имеете в виду? Временные пункты? Ну, хотя бы, когда идет основной наплыв отдыхающих, это август, сентябрь, июль месяц, потому что бывает, что моменты укуса шмеля, змеи и тому подобное, и когда нет рядом медицинской скорой помощи, пусть будут местные отдыхающие и не успевают довести до больницы. Такие случаи уже были.
к сожалению. Это необходимо открыть такие пункты в Пицундах, Новом Афоне и на Рицах. Это летний момент, летний курортный сезон. Также, если взять медицину, кардиологию, там у нас нет сегодня, к сожалению, высококлассных специалистов, которые могут делать операцию на сердце, там, на другие такие серьезные органы, где мы, естественно, должны вывозить этих людей. Нету кардиоцентра такого. Да, нет это кардиоцентра, нет, наверное, с проблемы, связанные с сосудами головного мозга там, и спинальника. К сожалению, эти центры у нас нет. Естественно, всегда необходима дотация, финансирование и там квоты. К сожалению, государство сегодня не может. Ну вот страховка, о которой говорил Страховки говорят уже давно. К сожалению, закон он на выработке, он на подписании, он должен пройти какие-то еще регламенты, но его пока мы еще не видим. На виду его нет. Но люди у нас умирают, к сожалению. У нас смертность превышает, чем рождаемость. Но по статистике у нас во всех отраслях на бумаге все идеально. К сожалению, в жизни совсем по-другому. Нам хочется, да, государство, мы понимаем, что не успевает, и мы понимаем, что и много сделано, еще нам предстоит еще много сделать, но на сегодняшний день такие реалии. Но мы не должны сидеть сложа руки, и нам надо пытаться все это отрегулировать и вносить и законопроекты, и к ним даже финансированные. Все зависит от финансирования, к сожалению. И поэтому мы на данный момент тяжело больных всех вывозим. Или в сторону России, или, к сожалению, в сторону враждебной нам Грузии. Спасибо за вашу позицию. Я просто должна распределять время. Молодой человек, самый молодой кандидат. Я хотел поправить коллегу. Извините, пожалуйста. Вы можете потом добавить. Нет, сейчас хочу подправить. Пункты, медицинские пункты первой помощи, они работают на Рицах, в Афонах и Пицундах в том числе. Просто для информации. Не, ну я знаю, что на Голубом озере нет этого пункта. Нет, Даур правильно говорит, тоже есть какие-то моменты сложности, но это не в Рице. Вы хотите по всей трассе, чтобы были, нет, или как? Вы знаете, случаи были смертельные с отдыхающими, когда не успевали довести до Гагарской городской больницы. Были случаи. И, кстати, недавно был случай гибели женщины, вы, наверное, знаете, это афишируется сегодня везде. К сожалению, бывает, что быстрая помощь не доспевает вовремя, или из-за тех законопроектов, которые приняты тоже поспешно в связи с недоработкой, или не принимают во внимание те моменты, когда Минздрав дает свои рекомендации. Позиция легкая, Палома, Риваз Уакшахатума, Зенца, Ичаниома, медицина Ганахала. Аж страшно стало выходить на улицу после ваших слов. Угуш панаку, Никто не против? Знаете как, вы, кстати, Даур, говорили о том, что закон должен пройти какие-то соответствующие чтения, да, вот закон о здравоохранении, если не ошибаюсь, вот Тимур Лёвичевич, да, принят, но вот он говорит просто нет. Здесь мы внутри дебаты делаем, да, между собой. Вы знаете, закон принят, есть недоработки, которые... Конечно. Но для этого вы идете сейчас я могу сказать. Конечно. Давайте дадим слово. Да, давайте все-таки дело ведь в том, что закон на самом деле принят, а там... Если есть пункты, которые необходимо доработать, конечно, их надо доработать сегодня. Я не думаю, что здесь присутствуют специалисты в области здравоохранения. Все-таки над законом о здравоохранении должны работать с привлечением специалистов. Конечно, я понимаю, но не только юристы и экономисты должны там работать, там должны в первую очередь работать специалисты по здравоохранению. Вопрос, кстати, всеобъемлющее здравоохранение, он затрагивает как в целом ситуацию в Абхазии со здравоохранением, так и фонд заработной платы работников здравоохранения. Как известно, зарплаты весьма мизерные. За ту работу, фактически, когда человек спасает жизнь, он получает очень маленькую зарплату. Хотя в то же время, я вот как-то уже высказывался в интервью Гагарскому телевидению, на мой взгляд, неправильно было распределение фонда заработной платы государственного, когда подняли зарплату судьям. То есть мы подняли зарплату людям, которые судят. Но прежде всего, на мой взгляд, надо было поднять зарплату тем, кто спасает жизни. Я понимаю, что в сложной экономической ситуации мы сегодня находимся, наше государство находится, но тем не менее,
борьба с коррупцией нужна, я это тоже принимаю. Но прошу прощения, когда речь идет о здоровье человека, о жизни человека, это превыше всего. Сначала все-таки надо было начинать с учителей, с медработников и так далее. В целом ситуация по здравоохранению могу добавить, если у меня еще время. В Гаграх, кстати, в больнице у нас не в самом лучшем состоянии сегодня. Нет соответствующего оборудования, очень плохое вообще состояние самого здания и так далее. По-моему, это одно из самых тяжелых зданий Гагрская республиканская больница по Абхазии. Не по Гагре. Множество зданий по Абхазии больничных отремонтировано. Соответствующее оборудование приобретено, но Гагра, к сожалению, в этом отношении немножко обделена осталась. А насчет ФАПов тоже добавлю. Гагрский район, по работе вам скажу, бюджет образования, вот, кстати, касаемо здравоохранения по больнице, бюджет здравоохранения по Гагрскому району составляет свыше 60 миллионов рублей. Это, по-моему, 65 миллионов. В том числе заработные платы, содержание ФАПов и так далее. То есть вот те медпункты, о которых вы говорили. И в этой части я, кстати, с вами согласен. Если честно, я не буду вдаваться в подробности, я не в курсе, действительности работает ли на Голубом озере или на рейсе ФАП. У нас есть коллега на работе в собрании Гагрского района, который этот вопрос, кстати, тоже поднимал и отмечал о необходимости создания пункта на рейсе. То есть здесь я не уверен, поэтому я не буду говорить. Но я знаю, что существуют ФАПы по Гагрскому району, которые финансируются также с бюджета Гагрского района, но, к сожалению, не в полной мере они опять же оснащены и не работают не так, как хотелось бы. Вот эти моменты, конечно, надо решать. Спасибо. Люди всегда с надеждой смотрят на вас и надеются, что вы придете и что... Да. Кто-нибудь возражает по высказываниям? Вы можете между собой спорить? Ну, что мы можем добавить? Если сравнить амбулаторные фельдшерские службы, которые были в советское время, их сегодня нет. А то, что мы сегодня создаем, у нас не оснащено, и мы не успеваем со временем. Проблем у нас много, материальная база низкая. К сожалению, вот эти все общие проблемы. Леуарса меньше всех говорил. Да, я бы хотел добавить, когда я говорил о пути развития в сторону обязательного медицинского страхования, таким путем как раз и решается проблема заработной платы, потому что там, где люди пришли со своим полисом, и у того врача, у которого они больше доверяют, либо знают его, что у него лучшая квалификация, то есть этот врач больше людей принимает, у него посещаемость больше, соответственно, оплата его труда увеличивается таким образом. И таким образом через это можно решить и проблему повышения оплаты труда медработников и, соответственно, более качественных медицинских. Да, я прошу прощения, вот в одну минуточку буквально добавлю, кстати, вот к закону о здравоохранении. Насколько мне известно, закон о здравоохранении сегодня регулирует, кстати, как услуги, платные и бесплатные, в том числе регулирует, конечно, в том числе он и регулирует сегодня цены на аптеки. Насколько мне известно, если я правильно осведомлен, сегодня в Абхазии существует 120 частных аптек, и только 3 государственные. Только 3 государственных. В этом отношении закон о здравоохранении призван регулировать эти цены, чтобы они были в соответствии с льготными условиями и так далее. Но, к сожалению, этот закон опять же не работает. Мы же знаем, что в одних и тех же аптеках, как частных, да, их свыше 120, цены на одни и те же препараты, медикаменты весьма разные. То есть в одном месте он стоит намного дешевле, чем в другом. Вот этот вопрос, кстати, тоже надо регулировать. Как бы закон есть. Нет, цены должна регулировать исполнительная власть, Элеонора. Я думаю, вы это понимаете. Но суть не в этом. Суть в том, что закон не работает. Хорошо, спасибо. У нас очень многие законы работают. К сожалению. Да, сами знаете. И я хочу, чтобы мы с вами продолжили. У вас есть время. Давайте еще один Опять самый младший, я так понимаю. Ну, давайте. Я наварила Сергей. Гагра и рационаурис шестьсот шалаки. С Халховича. Ари аурис шезндро шахаб шалховича уртергуялсер. Авенкарат безшабзен издро. Абрея нуб самодостаточность госбюджета урисшалап сначала авенкара бюджет ахипшимра. Шара ахшпавшо. Ишпазер хату хараха бюджет итиги апсы ганы халарцазы. Очень хороший вопрос.
Можно? Давайте начнем все-таки с Леварсы. Пожалуйста. Спасибо. Имачина Тверчайду, Тизин Парейла, без проблем. У кого-то может возникнуть подозрение, что Реваз мне подыгрывает прям те вопросы, которые я обозначил. Вот наш бюджет Абхазии сейчас более чем наполовину наполняется за счет помощи Российской Федерации. Об этом никогда нельзя забывать, нельзя будет забывать даже тогда, когда эта помощь не понадобится в будущем. Но нам нужно стремиться к тому, чтобы сделать все возможное для того, чтобы стать самодостаточными. И для этого есть только один путь. А какой ключ? Только один путь – развивать внутренний бизнес, внутренний рынок. И для этого существует масса механизмов, там, от налогового регулирования до упрощения ведения бизнеса. То, о чем я говорил. Это прежде всего предоставление услуг по системе одного окна, максимальный переход в сторону электронных услуг. Это помощь государства при выборе места размещения предприятия. Это помощь при выборе, приобретения и доставки, и наладживания оборудования. Помощь со стороны государства бизнесу при подготовке подбору квалифицированных кадров. Все это вообще самое главное, нам нужно изменить отношение к бизнесу. Мы, как государство, не должно быть надзирателем, государство должно быть надежным партнером, помощником для бизнеса. И вот таким образом мы сможем наших бизнесменов, которые сегодня выживают, борются за выживание, поставить в условия, когда они комфортно себя чувствуют, и тогда уже и иностранный инвестор подтянется, и у нас бюджет будет наполняться уже за счет собственных средств. Спасибо. Что уж бюджетники должны говорить по поводу выживания? Тимур Гурия, продолжить. По поводу нашего бюджета, о ее увеличении, для этого необходимо вывести экономику из тени. Без этого мы свой бюджет не пополним в полной мере. Вот Левар Сергеевич говорит, бедные бизнесмены. Ну, я бы так не сказал. На сегодняшний день у бизнесменов есть все возможности, именно у бизнесменов все возможности для того, чтобы работать, платить налоги и так далее. Есть другая категория людей. Это небольшой, средний бизнес. Об этом я и говорю. Путем кредитования нужно это проводить. Но это другая тема. А если говорить о бюджете в целом, то мы должны найти механизмы и законодательно закрепить, чтобы мы сумели бы вывести экономику из тени в разы больше. Наша экономическая составляющая в разы больше находится в тени. Так вот, пока мы не законодательно не закрепим и не поработаем в этой области, наш бюджет будет расти не в таких пропорциях. Спасибо. Итого? Могу ли я продолжить? Да. Только, что касается бюджета, соблюдайте... бюджет верстается в основном из-за пошлин, которые делают частные предприниматели, индивидуальные предприниматели, в основном из-за этого. У нас крупной промышленности нет, к сожалению, поэтому в основном как комфортно будут чувствовать все индивидуальные предприниматели, частный бизнес, так, естественно, бюджет будет пополняться у нас больше и больше. Для этого сделать необходимо привлекательную инвестиционную кампанию провести, надо города или какие-то поселки сделать экономическими зонами, привлечь инвесторов, чтобы больше было финансирования извне, чтобы бюджет тоже мог пополняться. Когда создадим много предприятий, производств, естественно, будет отчисление. И так тоже. Город Гагра является бюджетообразующим городом. По отчету таможенного комитета за прошлый год 14 миллиардов было товаров импортировано в Абхазию, в нашу республику. А на 4 с чем-то миллиардов было экспортировано товары. Естественно, финансовая сторона, деньги вымываются. Основная часть денег, которые мы зарабатываем, страна, в течение курортного сезона, межсезонья, в основном деньги
наличность вся практически уходит из Абхазии. Нам необходимо создать такие инструменты, чтобы наличность оставалась внутри Абхазии. Один из наших деятелей предложил печатать наши внутренние деньги. Они должны, кстати, обеспечиваться золотовалютным резервом. У нас сегодня нечем обеспечить, печатать свои госзнаки. Поэтому нам держаться надо за рубль. И поэтому надо находить дополнительные источники пополнения бюджета. Дополнительными источниками, что может быть еще? Создать там профилирующие предприятия, там легкой промышленности, пищевой промышленности, сувенирной, фабрики дополнительные. Над этим надо думать и работать. И сделать комфортную базу, создать для инвесторов, защиту инвесторов, так как они будут платежами своими пополнять бюджет вместе наряду с нашими гражданами. Спасибо за внимание. Элеонора, я, в принципе, согласен с коллегами, потому что здесь много уже было сказано о том, что необходимо развивать бизнес, и как маленький, так и средний, так и крупный. Необходимо развивать промышленность. Правильно было замечено, что импортом деньги вымываются. Для того, чтобы экономика развивалась, все-таки больше должен работать экспорт. В этой части необходимо, опять же, создать в государстве все необходимые условия для того, чтобы сюда пришли инвестиции. Должна развиваться строительная промышленность в том числе. Должны быть особые экономические зоны для того, чтобы привлекать наших инвесторов. Кстати, закон от 2015 года, если не ошибаюсь, об инвестиционной деятельности хорошо это регламентирует, там все объясняется. И там, да, конечно, суть не в этом. Суть в том, что в этом же законе есть целая глава, посвященная частному и государственному партнерству. Но, на мой взгляд, можно было бы принять отдельный закон о частном и государственном партнерстве, для того, чтобы больше инвестиций сюда привлечь. Но мы никогда, опять же, не сможем привлечь сюда соответствующие инвестиции, пока мы не будем относиться соответствующим образом к своим инвесторам. Я об этом уже выше говорил как-то на другом телеканале. Нам необходимо сначала создать безопасность. Тут видите как? Любая тема, она всегда вымывается куда-то, и вот выходит вот именно в то, что нужно исправить для начала. И к тому же очень верно подчеркнул уважаемый коллега о том, что необходимо прежде всего еще экономику с тени вывести. И табу привозжало и па шара обрежбе ухтаджи шулшут азаров и междерц брюза вариант сюда дршажет зум рот шара иштоху азаров и биш паршул زلهم أخا بريام تيحمو كاندидат شحاجو ну чгалам ты мальчик монолог аудиона зелена азаров невозможно в полной мере раскрыть то, с чем ты идешь, потому что эфир маленький, каждое время ты все время об этом думаешь. Совершенно верно, но у вас есть возможность задать друг другу милые вопросы, которые касаются деятельности депутата. У коллеги есть вопрос. Пожалуйста. Тимургуле Сарум? Старосому. Сосом изуто? Абри экономика халат уже. У меня вопрос к оппонентам. Мы говорим о том, что надо делать, что необходимо делать, причем срочно. Вы мне скажите, как это сделать? Механизм, какой вы видите механизм? То, что необходимо сделать, то, что в тех или иных вопросах, там, о экономических специальных зонах, что инвестора надо сюда завлекать в нашу страну и так далее, и так далее. Мы это слышали, много раз слышали. Как это сделать? Я понял ваш вопрос, если разрешите, я отвечу. Сейчас Леварса. Да, ваше видение. Леварса меньше всех говорит. Да, спасибо. Как раз вот предыдущая тема касаемо, как это сделать. Вот механизм. Мы говорим о том, что нам нужно развивать внутреннее производство, импорт вымывает нашу наличность из страны. Как это сделать? Нужно посмотреть на структуру импорта, какие именно больше товаров мы завозим. Значит, именно эти товары мы должны сделать все, что производили здесь на месте. Помочь разместить эти производства, то, что я говорил, помочь привести оборудование, дать возможность приобрести его в лизинг, установить, потому что иногда бывает, что некому будет это современное оборудование грамотно установить.
подготовить специалистов. Вот как. Что касается, мы говорим, вывести из тени. Я говорил о том, что нужно создавать комфортные условия для того, чтобы вести бизнес. Почему бизнес находится в тени? Не от хорошей жизни. Все хотят жить спокойно. Но раз они находятся в тени, давайте спросим, а что вам нужно, что вам мешает выйти из тени? Может, они что-то нам подскажут. Правильные вещи делаются сейчас, предлагаются Министерством экономики. Именно они первые начали предоставлять услуги по принципу одного окна. Они очень многие интересные проекты предлагают кредитование малого и среднего бизнеса. Это шаги в верном направлении, именно это нужно делать. Нельзя отрицать то, что что-то делается, но это все нужно нам было вчера. Сегодня нужно, да? И завтра, и всегда это нужно. Спасибо. Ну, необходимо сделать, чтобы частный предприниматель или бизнес крупный, чтобы имел льготы, чтобы не было коррупции. Есть проблемы. На бумаге у нас все идеально. Проблема в том, что законы, которые у нас изданы, все, они должны исполняться на местах под жестким контролем. Когда будет это сделано, в любой. У нас 3 ветви власти: судебная, исполнительная, законодательная. На бумагах все идеально написано, а на деле у нас получается, что не так исполняется. Жесткий контроль нужен над исполнением. В советское время была система народного контроля. Может быть, что-то мы тоже... И тем не менее коррупция Народный контроль пользовался авторитетом. Это выходцы из народа. Сегодня, к сожалению, не только сегодня, уже уже 10 лет, 15 лет, власть живет своей жизнью, народ своей жизнью. Есть социальные проблемы, есть экономические. Надо эту дистанцию сократить, чтобы законодатели, исполнители все повернулись лицом к народу. И что вместе вышли и на субботники, вместе вышли обсуждать дела. Пока не будет этой общей связки, у нас будут проблемы. Да, я согласен в большей части, и больше всего согласен с Ливарцем Сергеевичем, потому что сказать хотел ровно то же самое, о чем он говорил. Даже если брать недавно нашумевший закон об НДС, поддерживая экспорт, можно было бы на те производимые, на то производство, которое производится внутри страны, не облагать его НДСом. Вот таким образом мы вот как раз-таки поддерживаем экспорт. И облагать НДСом больше импортные товары, понимаете, для того, чтобы все производилось в самом государстве, внутри. Об этом идет речь. Для того, чтобы вывести, опять же, экономику из тени, это невозможно будет сделать, правильно Даур говорит, без того, пока сам человек, само сознание человеческое не изменилось. Для этого нужны, не знаю, на мой взгляд, это специализированные программы какие-то должны быть, понимаете, для того, чтобы разработать государственные программы. Над этим должны работать национальные исследовательские институты. Тяжело очень вывести экономику, когда по принципу все свои, если мы будем жить, у нас ничего не получится в любом случае. Я думаю, что, извини, перебью, если мы разработаем механизм вывода экономики из тени и закрепим его законодательно, это даст большой эффект. Думать о том, когда-нибудь у людей сознание будет правильным, они будут выводить сами экономику из тени, это нам долго ждать. Об этом я и говорю как раз, что разработать на сознание надеяться не нужно. Надо опираться на закон. Кстати, парламент является контролирующим органом. Мы приняли закон о противодействии коррупции. Я хочу потом об этом поговорить. Но конкретно... Все упирается туда. О чем ты хочешь поговорить? Можно 2 слова? Как раз к этому и Следственный комитет России в виде конфискации в прошлом году изъял на 14 миллиардов имущества у чиновников в России. Нам необходимо создать и Следственный комитет тоже, который, как вот в России, чтобы изымать то добро, которое нажито неправильным путем, чтобы народ поверил и в фискальные органы, и в Генеральную прокуратуру, и в другие органы. Как вы это будете определять? Да, и это должно быть... Закон о коррупции у нас, закон о коррупции у нас есть, а на деле мы не видим, к сожалению.
Почему не аннулируют счета наших граждан, которые находятся в России или за рубежом? Почему кредитные дела и тому подобное? Сейчас это долгий разговор. Извините, На самом деле, если позволите, Да. закон о противодействии коррупции был принят, кстати, Тимур Лёсикович, являясь действующим депутатом парламента, могу смело сказать, что при нем был принят. Это 2015 год, да, Тимур Лёсикович? 2015 год. Вы знаете, очень сложно будет сделать так, чтобы закон работал без самого сознания человеческого сознания. Ведь на бумаге, правильно Даур сказал, много можно написать, бумага все стерпит, но контрольные функции очень слабые. Поэтому необходимо создать в самом парламенте антикоррупционный комитет или комитет по противодействию коррупции, который жестко пресекал бы эти меры. Да, при Генпрокуратуре я знаю, что создано антикоррупционное управление, но, прошу прощения, вы слышали хоть одно там уголовное дело, возбужденное за последнее время, за то время, которое закон принял? Ничего ведь не было. Уголовные дела вообще-то возбуждались, но у нас как только возбуждаются эти уголовные дела, все уходит в политическое русло. Да, и не при управлении антикоррупционным они возбуждались, кстати. Вот я как раз хотела подойти к этому закону, закон, о котором вы говорили, он когда заработает и что нужно еще внести туда? Тимур, вы же действующий депутат, с вас начнем. Спасибо, что напоминаете. Да. Это закон о противодействии коррупции. Да. Но в нем нет четкого механизма жесткого преследования коррупции. Вот. И поэтому я подготовил законопроект другой, где говорится о том, что там идут статьи некоторые, которые обозначил. Это будет поправка к этому закону? Да, поправка к этому закону. То есть я выступаю, тогда говорил, и сейчас скажу вам, необходимо приравнять коррупцию к государственной измене, ужесточить. Потому что на сегодняшний день любой чиновник, если даже он нарушил закон действующий, да, закон о противодействии коррупции, он на сегодняшний день может с зала суда выйти максимум с условным сроком. И все. Да. А я там вписал с конфискацией имущества и так далее, и так далее. То есть жесткие меры. Я читала этот закон, вообще закон неплохой. Очень хорошие там слова, чтобы чиновник не пользовался своим служебным положением, чтобы взятки не брались. То есть, во всяком случае, эти пункты, они, если будут работать, неплохие пункты. Что вы хотели сказать? Вы знаете, если мы, читая закон, наше сознание не воспринимает, это не делает чудесные пункты там. Это не снимает ответственность. Если бы просто провозгласив какие-то лозунги, можно было в жизни что-то изменить, учитывая наши частые застолья, в мире не было никаких проблем. Но я считаю, что для того, чтобы побороть, действительно переломить ситуацию, нужно изменить подход в корне и к госслужбе, и вообще к исполнению чиновникам своих обязанностей. У нас раздутые аппараты, сидят люди с утра до вечера, сами не знают, чем заняты, получают копеечную зарплату и с большим одолжением исполняют свои обязанности подчастую. Но мы же сейчас говорим о коррупции. Я как раз об этом, я свяжу, да. Во-первых, для того, чтобы чиновник эффективно исполнял свои обязанности, не было возможности для коррупции, его сначала нужно снабдить правовым аппаратом, который бы четко описывал все его действия. Не было бы возможности трактовать либо так, либо так. Он бы четко исполнял свои обязанности, у него не было возможности для маневра. И тогда бы не было возможности и для коррупции. Это первое. Второе. Я уже как-то мы обсуждали эту тему с коллегами. Я говорил, что невозможно ждать какой-то особой чистоплотности от человека, который занимается вопросами на миллионы, на миллиарды и при этом получает копеечную зарплату. Почему я говорил о раздутых штатах? Нам нужно изменить подход
поставить на какую-то на какую-то зону ответственности чиновника, определить ему бюджет и сказать, вот тебе ответственность, ты сам единолично отвечаешь за выполнение этой работы. Хочешь, найми 100 человек, хочешь, занимайся этой работой самостоятельно. И тогда он эти средства... не возьмет и сам себе будет работать? Сам пусть работает. Если он эффективно справляется со своими обязанностями, наверное, замечательно. так не бывает, Даур Валерьевич стоит. Может быть, не бывает. Все-таки... И еще нарушение трудового кодекса. Последнее, что бы я хотел сказать. В Китае у нас есть, знаем, что применяется высшая мера наказания, но и в Китае с этой бедой так и не справились, так что нас чуть меньше, чем китайцев, поэтому такие жесткие меры, как измена родине, я не поддерживаю такие вещи. Два слова добавлю. Опираясь на широкие слои населения, я практически со всеми встречаюсь, избирателями. Коррупция не находится среди этой среды, интеллигенции, водителей, простых людей, горожан наших. Коррупция находится в структурах других, где используются нецелевые затраты, приобретение дорогих иномарок чиновниками. Это все бюджетные средства, поэтому деньги должны тратиться с умом. Их зарабатывать очень сложно. Поэтому, когда при низкой зарплате идет такое расслоение населения, это уже есть коррупция. Поэтому искать концы надо в другом, не среде населения, а коррупция начинается в тех структурах, где нецелевые траты происходят. Расслоение населения пошло, когда пошли российская финансовая помощь. К сожалению, мы сразу увидели быстро разбогатевших людей, а основное население находится социально унижено, к сожалению. Поэтому эти вопросы остро стоят, и остро стоит вопрос водоснабжения города Гагры. Мы, горожане, очень болезненно этот вопрос воспринимаем. Мы не знаем, сколько денег затрачено на водозабор, мы не знаем, сколько денег еще надо будет. Требуйте, вы можете требовать. И когда вообще это будет сделано, мы не знаем. Курортный сезон на носу, поэтому это все, кстати, коррупция. Это отчет надо давать населению, своему народу. Вы сейчас гагрские власти обвинили в коррупции? Да, гагрские депутаты местного самоуправления существуют, которые, в принципе, принимают же бюджет. Мы должны знать, сколько денег затрачено, сколько денег осталось. Мы же не знаем, это образно. Честно говоря, когда вопросы замалчиваются, вопросов много возникает. Разрешите, что вы думаете? Я вам отвечу. На самом деле не замалчиваются никакие вопросы. Мы, когда будет вода собрания... Можно я отвечу? Скажите, пожалуйста. Когда вопрос, человек хочет узнать ту или иную информацию по расходной и доходной части бюджета, собрание Гагрского района, муниципалитета, оно всегда открыто. Вы можете прийти и узнать. Я просто вас не видел, если честно, на работе, вы ни разу не приходили. Я не депутат Гагрского народного собрания. Но прийти имеете право. Тем не менее, вы сегодня кандидат, проблем никаких нету, все на бумаге расписано. Другое дело его исполнения, то есть сметная часть расходов и так далее. Насколько они соответствуют действительности, то есть существует ли фактическое исполнение или просто акты выполненных работ. Здесь уже, на мой взгляд, должна разбираться контрольная палата. Понимаете? То есть контрольная палата, в законе о контрольной палате также сказано о том, что депутаты парламента в состоянии сегодня направить контрольную палату. Я думаю, что уже сегодня Тимур Лёсикович, пока еще действующий депутат парламента, ничего ему не стоит написать запрос контрольной палате, депутатский запрос, и отправить, попросить проверить соответствующую структуру или вообще в целом административную часть Гагрского района. Куда и как расходуются деньги, там будет, кстати, проверка была, мы определенные нарушения были выявлены контрольной палатой, и с ними тоже вы можете ознакомиться, они в открытом доступе, никаких проблем не вижу. Я думаю, что касаемо воды в Гаграх очень сложные проблемы, в действительности. Я вам даже больше скажу, одно без другого просто не обсуждается. Мы сейчас говорим о коррупции, плавно переходим туда, но касаемо воды, если вы задаете вопрос, мы сегодня, Гагрский район, находимся на самом деле в катастрофическом состоянии. Мы Гагру, как курорт, теряем. Вот в таком состоянии сегодня находится Гагра. Насколько этично будет сейчас в эфире это говорить, все. Есть определенные сложности, с которыми необходимо бороться на государственном уровне. И здесь дело даже не столько в коррупции, хотя и она, уверен, присуща, она сегодня есть во всех уголках нашей республики. Во всех. Я сейчас не защищаю чиновников, а как есть говорю. Суть в том, что мы город сам теряем,
как курорт, потому что затопленные подвалы домов, срок эксплуатации этих домов уже истек. Одну минуту, Элеонора. Вы же Почему депутат, нет да, воды? парламента? Не Нет, я жалуйтесь, депутат пожалуйста, собрания. нам. Вы Нет, я это не там у жалуюсь себя. вам. Это те вопросы, Иваш, которые мы можно обсуждаем. я добавлю? Не, я прошу прощения, я договорю, Тимур Мы Лёсикович. знаем, что о Тимур состоянии Лёсикович, можно я подвалов договорю? знаем плохих, о состоянии воды. Почему нет воды? Вопрос был. А да? что Только случилось? А где Да. этот проект с водоснабжением? Да, вот вопрос был. был знаменитый Где вода? проект. Да, проект с А водоснабжением. почему депутаты не поднимают этот Сколько вопрос? расходовано? Я вам Сколько объясню. осталось? Если бы депутаты парламента почему соответствующе парламент? написали... Местное Я вам объясню, самоуправление. Элеонора. Если бы депутаты парламента соответствующие ввели поправки, когда они вот на спешную руку, там у меня, по крайней мере, такое впечатление сложилось, принимали закон об управлении в административно-территориальных единицах, мы бы смогли проследить и эту часть. Но, к сожалению, мы в своих функциях ограничены. Возможно, именно поэтому я сегодня баллотируюсь в парламент. Потому что реальные функции у нас реально ограничены. Мы никак не Ваши слова взаимодействуем. остаются в архиве. Тимур Да, Гуля да. продолжает. У нас мало времени. На самом осталось. деле этот закон поспешно никто не принимал. Закон, который был принят, касаемо местных органов власти, они наоборот укрепили эту составляющую власть, да, на районах, дали широкие полномочия и возможности. Например, какие? Можно Касаемо, Но вы утверждаете главу, правда же? Да. сейчас в эфире Сами не буду. голосуете. А это уже хорошо? По Нет? окончании эфира хорошо. почитайте Реваз, там все написано. Я читал, Тимур Лёсикович. Касаемо того, что депутат что может сделать и не сделать, об этом тоже нам известно. И мы делали соответствующие запросы. Мы разговаривали с подрядчиками в том числе и с главами в тот период времени, когда это все началось. Мы знаем о том, что на проектно-сметную документацию, да, было выделено более 80 миллионов рублей, которые каким-то образом волшебным путем исчезли. Это тема для Гагрского собрания? Далее, Антикоррупционный комитет. когда, Видимо, да. когда, Хотя сомневаюсь. извините, У нас что я вас мало перебиваю, времени. когда я Учтите, завершите когда мы мысль. говорили о том, что именно по этой линии, то есть я хочу сказать, что они вообще работы начались с нарушением технологий. С нарушением технологий всевозможных. Ездила комиссия, смотрела, делала заключение. То есть каждый шторм несколько сот метров трубы, который ведет, водопроводной трубы, которая ведет в город, уничтожается штормовыми волнами. А кто ответил за все? За это никто не ответил. Вот именно. Вот и беда Даже, нашего вот мы, я государства. вот не могу не сказать, я не могу не сказать, когда мы стратегическую, да, назовем улицу, которая ведущая в городскую больницу, тогда во все времена никто не мог положить асфальтированную дорогу, вот тогда водоканальщики тоже делали разводку. Гагринский водоканал. Я в том числе и глава Беслан Барцыц говорили, сделайте разводку капитально, чтобы после укладки асфальта вода не выходила наружу. Вот. Сейчас, если мы посмотрим эту улицу, в некоторых местах, это более 5-6 уже, вода выходит снаружи. С кого спрашивать? Вы же горожане, мы же там живем, у нас есть городские, у нас все службы. Я вам отвечу. Что нам мешает? Спрашивать надо Что с нам исполнительной мешает? власти, Тимур Лёсикович. И, кстати, об спрашивайте. исполнении мы спрашиваем, Тимур Лёсикович, но функций, к сожалению, контрольных не хватает. Так, об исполнении, Сатакин, кстати, есть управление капитального строительства, на которое наши компетенции никак Пишите не в прокуратуру. Ривас, Шалуйпа, вы нарушаете уже мои прошу прощения. права. Время заканчивается, нам дают заставку, и мы переходим. Хайсует, Харукшарк Тухтахе, Хатырскуа кандидатша, Илыскауит, Шизара, Хазиги, Ртака Ацара,
шҳалам шо иаха зегьы акоуп нас шәызлацәажәаз азҵаарақәа маҷӡам. Уажәы аҵыхәтәантәи ахыркәшараҿ хәҭаҿы минуҭк сымоуп, аҳәарагь ҟасҵоит. Гагра араион ажәаҩатәи алхырҭатә ҭыԥхадаҿы аԥсуаагьы шынхо аашәгәаларшәаны шәгәаанагара дара рахь шәажәақәа рханы ишәҳәарц. Леуарса Сергей-иԥа. Уважаемые избиратели, хочу вам напомнить, что не все народы на планете имеют такую привилегию участвовать в свободных выборах в своей стране. Поэтому призываю вас прийти 12 марта на выборы и проголосовать за наше общее будущее, за перемены, которые всем нам так нужны. На самом деле от каждого из нас очень многое зависит, гораздо больше, чем нам иногда кажется, мы сами об этом думаем. Уверен, что в ближайшие 5 лет определят вектор развития нашей страны на многие годы вперед. И поэтому призываю вас быть ответственными в своем выборе. Вы никому ничего не должны. Помните об этом. Вернее, никому ничего не должны, кроме себя и своих детей. И помните об этом, когда вы будете один на один с бюллетенем в руках. Спасибо. Родине тоже должны. Уважаемые избиратели, я говорил в эфирах, что, еще раз повторюсь, с удовольствием, что сегодняшние выборы самые массовые по количеству кандидатов. Я, конечно же, не против демократических процессов, однако нам надо определиться, за кого мы будем голосовать. За депутата или же за начальника ЖЭКа, либо за политика, который занимается законотворчеством, или же за инженера-строителя, который занимается ремонтом города. Я призываю вас прийти 12 марта на свои избирательные участки и самостоятельно проголосовать. Спасибо большое. Даур Валерий-иԥа. Дорогие избиратели, моя задача в случае избрания в парламент – донести ваш голос, ваши проблемы, вникнуть в самые разные стороны социальной жизни, найти пути их решения. Быть вашим представителем в высшем законодательном собрании. Голос каждого из вас на участке имеет силу. Я не связан ни с какими коммерческими структурами, финансовыми организациями, ни с какими криминальными сообществами. Также не представляю интересы никаких категорий чиновников. Моей целью является довести проблемы и решать проблемы и благоустройства города Гагра. Я против коррупции, чиновничьего и правового беспредела, я против ярко выраженного социального неравенства. Перед законом все должны быть равны. Уважаемые избиратели, выполните свой гражданский долг и проголосуйте так, как от вас зависит, насколько будет качественный парламент. Сделайте свой выбор не за какие-то коммерческие материальные интересы и подарки. Не позволяйте себя подкупать и обманывать. Спасибо за внимание, спасибо за поддержку. Итого, при вас Чалой-иԥа. Итагуб, уважаемые телезрители, уважаемые гаграцы, спасибо за то, что вы потратили свое драгоценное время на данный эфир, посмотрели нас. Спасибо, кстати, и нашим оппонентам, которые сегодня не пришли, возможно, нас смотрят через телевизионный экран в том числе. Хочется поблагодарить всех и коллег, в том числе за дискуссию. Приятно, было очень приятно. Единственное, что хотел бы сказать, уважаемые избиратели, 12 марта все-таки народ Абхазии управляет, это тот день, когда народ Абхазии управляет напрямую государством. И в этот день все-таки необходимо прийти, какую бы кандидатуру вы ни поддерживали. Я слышу много разных вещей. Поверьте мне, ни один из кандидатов ни в одном округе Абхазии не заслуживает и недостоин, на мой взгляд, того, чтобы кто-то между собой ругался в семье, с друзьями и так далее. То есть мы многие моменты слышим, поэтому хочется это тоже подчеркнуть в лице наших избирателей в том числе. Данный эфир, к сожалению, время просто стекло, прошу прощения, закончу. Данный эфир, к сожалению, не позволяет раскрыть полноту программы, с которой мы идем. Но я думаю, еще из гагрское телевидение, слава богу, оно у нас работает. И мы в полной мере сможем, там предоставляется 20 минут. Сможем, да, в полной мере. Даур, я вас не перебивал, прошу прощения. Я думаю, мы сможем в полной мере там тоже проговорить и пообщаться. Но у вас еще есть возможность встречаться уже бесплатно, конечно, в аудитории, где угодно. Поэтому
Я желаю Я думаю, вам что удачи. кто захочет, он в любом случае может воспользоваться. И если надо будет, я думаю, мы даже поможем. Это демократические выборы должны быть. У телезрителя должен быть выбор, поэтому никаких проблем в этом отношении тоже думаю, что не будет. И того Обязательно пойдут воспользуемся за Пользуясь нас? этим временем. случаем, хотим поздравить я со своей стороны с наступающим 8 марта всех женщин Абхазии и в частности Гагарского района. Спасибо. Агубзира Шатус. И того пойдут за хара шеря Ленора, хара вам отдельное хайфера спасибо. харк шот и того бшехайз хазара хуртака хахашцез акчараха. Табуб, да, разабах, мач хазги табуб. حترزكوتي لو خبشتشا وخا حرح ستوديو تشيقن غاغرتي أجايتي آخر تبخ دقنتي أكانديدات شا حرا وخطي على آخرت كامبانيا يدفعلو حيفير حارك شوت دشاجرية شمجن أبسوتي لو خبشرا وسورة ياتسنا زويد يتبوب شخا خبشو زبزيرس